Праздничная атмосфера царит в Сухуме с самого утра. На площади Багапша под открытым небом гости и жители столицы угощаются двухметровым, да-да, вы не ослышались, хачапуром, буйволом на вертеле, сладостями и горячими напитками. Для самых юных посетителей фестиваля предусмотрены развлекательные зоны. Громадная мандаринка так и привлекает детишек. Отовсюду доносится заливистый радостный смех. Играет музыка, звучат поздравления с прошедшими и предстоящими праздниками. Все это фестиваль «Мандарин», а точнее день его официального открытия. В 12 у нас была открыта зона фудкортов. Здесь можно подкрепиться буйволом на вертеле. Хачапуром уже не подкрепишься, его нет. Горячие напитки и сладкое. В зоне нашей мандариновой елки знаменитой у нас скоро будет в 2 часа концерт артистов абхазской эстрады и всеми любимых диджеев. И после чего будут танцевальные игрища абхазо-адыгской группы. И все завершается прекрасным зрелищным флай-шоу. Программа фестиваля невероятно насыщенная. 7 января, уже завтра, на станции ГУМа откроется праздничная ярмарка. Там же все желающие смогут обучиться новому на мастер-классах или поиграть в настольные игры. Уже 8 января пройдет сельскохозяйственная выставка «Открытие этномурала в Ткварчале» и лектории, посвященные абхазской культуре и исконным ценностям нашей страны. 9 января все желающие могут посетить конкурс национального костюма в гостинице «Интерсухум». А 10 числа, в день официального закрытия фестиваля, «Мандарин» установит очередной мировой рекорд. Зимний фестиваль «Мандарин» отличается тем, что он каждый год ставит рекорды. Поэтому долгожданный рекорд будет 10 января. Здесь у фонтана будет 50-метровый мандариновый торт. Помимо этого, гостей ожидает разнообразная, интересная, развлекательная и культурная программа в остальные дни фестиваля. Особое внимание хочется акцентировать на 9, так как в этот день проходит показ мод и конкурс абхазского национального костюма в Интерсухуме в 2 часа. Посещение открытое и бесплатное, и мы призываем всех стать частью, насладиться абхазским костюмом. Свыше 20 мероприятий будет реализовано в 5 дней фестиваля. Особый акцент мы уделяем культурной программе, культурной части и развитию творческого креативного потенциала у молодежи, так как очень много участников сегодня и в последующие дни фестиваля будут принимать участие свыше 300 людей в разных креативных индустриях. Самобытный и запоминающийся фестиваль «Мандарин» проходит в Абхазии уже во 2-й раз. Главная цель проекта, по словам организаторов, популяризация абхазской культуры, богатого наследия нашей страны и, конечно, развитие внесезонного туризма. Гости и жители республики с удовольствием принимают участие в ярком событии, выпавшем аккурат на праздничные, но теплые дни. Мандариновая красавица, традиционно установленная на площади перед Абхазским драмтеатром в рамках фестиваля, уже стала звездой социальных сетей. А мероприятия попали в листы «Обязательно посетить», кажется, всех и каждого в Абхазии. Мне кажется, самая главная ценность проекта – это развитие культуры и истории Абхазии. Для того, чтобы показать, что у нас есть досуг не только в летнее время года, но теперь и в зимнее. Так как раньше практически нечем было заняться и местному населению в зимний период, продлить туристический сезон и дать возможность местным заработать в том числе. В этом году, как и в прошлом, мы придерживаемся культурной программы, ориентированной на вовлечение молодежи в развитие креативной индустрии в Абхазии, сохранение культурной идентичности в Абхазии. Мы привлекаем таким образом молодежь в различные интерактивные мероприятия, возведение, например, мурала в Ткварчале, там задействованы художники. Также будет завтра сельскохозяйственная ярмарка на культурно-деловой платформе, где будут представлены свыше 30 ремесленников. В организации масштабного фестиваля команде оказывали поддержку государственные абхазские и российские структуры, а подготовка к мандариновому празднику началась задолго до старта проекта. Начали подготовку к фестивалю заведомо заранее. Программу мы, концептуальную часть составляли, наверное, порядка месяца вместе с командой. И уже утвержденный план мы предоставили уже в организационные структуры, которые нас поддержали. В частности, Фонд президентских грантов Российской Федерации поддерживает проект. Мы подавались в грант и прошли «Созидатели Абхазии». Также Министерство туризма. И огромную благодарность хотим
выразить администрации города в лице Тимура Михайловича за поддержку в организации в фуд-зоны и организационных других моментов. На площади имени Сергея Багапш жители и гости столицы сегодня, в день открытия фестиваля, могли не только вкусить национальные блюда и окунуться в атмосферу праздника, но и исполнить мечту. У нас здесь табло желаний получается. На вот таких вот оранжевых стикерах люди пишут свои желания. Мы их приклеиваем на вот такие вот мандаринки. А сами мандаринки на табло, которое находится сзади нас. Люди пишут свои различные искренние желания. И мы верим, что в течение 2026 года эти желания обязательно исполнятся, если в них искренне верить. Понадеяться на маленькое чудо может любой желающий до 10 января. Табло желаний фестиваля «Мандарин» будет доступно до финального дня мероприятия. Впрочем, многочисленные гости успели загадать заветные желания и сегодня. И, конечно, поделиться с нашей съемочной группой впечатлениями от праздника. Мне очень нравится. Я в прошлом году видела, но видела только в интернете и с видео своих знакомых. Интересно. Интересно, что хачапур большой, буйвол на вертеле, танцы, песни. В общем, мандариновая елка. Я в прошлом году хотела на нее посмотреть. Это здорово, это классно. Я люблю Абхазию. Мне очень нравится, очень много разных цветов. Я обожаю мандарин. Здесь очень красиво. Официальное открытие фестиваля увенчалось торжественным концертом с участием звезд абхазской эстрады и популярных диджеев. Выступая перед собравшимися, министр туризма Абхазии Астамур Логуа поздравил всех с праздниками и выразил благодарность организаторам масштабного события. А после зрителей ожидала яркая музыкальная и танцевальная программа, захватывающее фаер-шоу и многое другое. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ.